есть у нас тоже не очень такие позволительные, появляются почти запретные темы. Булгаристов раньше ругали. Ругали, впрочем, зря. День памяти. 1552 год, 2 октября. 12 или 15 октября, да? Мы в последнее время перестали отмечать, в этом году особенно, потому что запрет. Он татарин, оказывается, вот председатель башкирского конгресса, так сказать. Они носили обереги в форме фаллоса. Фаяз Абай, в каком сегодня состоянии находится наше историческое знание о Волжской Булгарии, о наших предках-булгарах? Давайте начнем с позитива. Интереснее стало работать. Современность, это я имею в виду последние 20 лет. Интересно мы начали работать, потому что исчезли какие-то советские идеологические форы, так сказать. Мы вышли за рамки идеологии. Хотя в последнее время начинаем уже ощущать это. Есть у нас тоже не очень такие позволительные, появляются почти запретные темы. Вот. Что касается нашей науки, средневековой археологии, средневековой истории вообще, конечно, очень много положительного. Вот за это время, за 20 лет, мы издали историю татар в 7 томах. Каждый том по 800, по 1000 и больше страниц. Это огромный труд. Мы обобщили, имея в виду не только ученые, историки, археологи Татарстана, но ученые всей нашей страны и даже зарубежные участвовали в этом издании. Это труд огромный. Плюс еще мы издали атлас, иллюстрированный с интересным, большим, глубоким текстом. Атлас Тартарика, атлас этнография и тоже атлас Болгарика, время и пространство болгарской цивилизации. Конечно, все это требовало огромных усилий. В первую очередь, конечно, я хочу отметить труд Института истории имени Шигабуддина Маржани, Академии наук Республики Татарстан. Вот. Я уже не могу и не хочу перечислять огромное количество сборников статей, монографий по всем хронологическим темам, плюс еще издание журналов. Вот наш Институт археологии, ему 6 лет только, уже с 2012 года практически, когда еще мы были в составе Института истории, начали издавать археологию по Волжье. Это у нас имеет статус Скопуса, то есть международный журнал. Вот до какого уровня мы выросли. Потом археология евразийских степей. По названию видно, что это не только наш институтский журнал или татарстанский журнал, но и журнал исследователей всей Евразии, можно сказать. А в Институте истории организован центр изучения Золотой Орды, а сейчас уже Золотой Орды и постзолотоордынских ханств, да, Казанского ханства в частности, тоже издают журналы международного значения, международного характера. Нет ощущения, что вот Золотой Ордой как-то сжимается поле для Волжской Булгарии? Нет. Знаете, Волжская Булгария сама по себе, так сказать, изучается, но мы, конечно, в последнее время, ведь последние десятилетия появилось, наконец, сняли запрет Золотой Орды. Вот. Отношения
между Волжской Булгарией и Золотой Ордой. Вот эта тема тоже очень интересная, изучается. Сейчас практически нет, как раньше было, такой острой борьбы между булгаристами и татаристами. Булгаристов раньше ругали. Ругали, впрочем, зря. Если бы сейчас вот современные молодые ученые работали бы в условиях советской власти, они тоже после постановления 1944 года начали бы изучать Волжскую Булгарию, оставив на стороне запретную тему о Золотой Орде. Вот. Сейчас мы нашли общий язык, так сказать, и более-менее у нас хорошо идет вот в общем русле наши исследования, хотя остаются, конечно, достаточно много еще таких вот спорных моментов. Спорные моменты были и будут, потому что это история. История не точная наука, у нас нет приборов экспериментировать. Без эксперимента, кто как говорит, пока мы воспринимаем, так сказать. Время покажет. Вы сказали, что стали появляться какие-то идеологические установки новые, да? Можете их назвать? Допустим, изучается археология Болгара уже 80 лет и больше, можно сказать, да? А домонгольская Булгария практически остается без археологии. Вот Белярское городище. Белярское городище мы хорошо изучали до перестройки, а сейчас нет, потому что нет денег, нет финансирования. Ресурсов не хватает. Это невозможно, потому что без Беляра, без домонгольского города нельзя понять город Болгар и вообще золотоордынскую историю. Потом, будем откровенны, может быть, кому-то это не понравится, да? День памяти. 1552 год, 2 октября, 12 или 15 октября, да? Мы в последнее время перестали отмечать, в этом году особенно, потому что запрет. Зачем? Кому это выгодно, кому это нужно? Я не понимаю. А вы Но можете запрет объяснить, есть. что мы отмечаем в этот день, да? И почему это важно отмечать сегодня? Знаете, своих погибших героев, защитников города Казани мы должны помнить. Мы должны помнить. Помним же жертв там разных репрессий, ГУЛАГа и наших погибших в Великой Отечественной войны. А почему дает исключение жертвой защитников Казани, обороны Казани 1552 года? Это же Потому что это связано с Иваном Грозным, и я не знаю. это же Во всяком случае, должны с пониманием относиться к этому делу, к этой дате. Ведь практически это же мирный митинг. Не в центре Казани даже в последнее время проходили они, да, но где-то 30-50 человек, даже им не дают разрешения. Так нельзя, мне кажется. Подождите, а вот это же все-таки средние века, это средневековое время, это феодальное государство. А мы, получается, выстраиваем эмоциональное отношение с высоты 21 века на средние века, что вот это наше. Конечно, что не так поймут русские. Вот как они, видимо, аргументируют. Не так поймут русские. Русские поймут хорошо, потому что в центре Казани, недалеко от Кремля, ведь памятник есть, защитник, не защитникам, а жертвам, погибшим во время взятия Казани в 1552 году. А почему нам нельзя? Вот получается, как бы русским все равно как бы такую дипломатическую дали возможность назвать этот памятник. Он же всем погибшим, получается. Не только с И одной так стороны. можно, конечно, можно найти консенсус, но ведь не слушают, видимо, раз такой. Я иначе не могу назвать это, запрет. А вот, кстати, критики празднования вот этого события, да, 1552 года говорят, что
Ну, при взятии же Казани у нас и на стороне Ивана Грозного были представители татары. Это не аргумент. Это не Ну, аргумент. это критика, Войска Ивана Грозного, не имеет значения, кто там был, кто воевал, конечно, были и татары. Они взяли Казань и уничтожили татарскую цивилизацию. Целое государство. Это трагедия в истории татар. Как ни крути. Поэтому хотя бы вспоминать мы же ничего не хотим. Раньше хотели, чтобы поставили им памятник, этим защитникам города 1552 года. Тоже не прошло это предложение, это желание татар. Вот. А сейчас уже вообще перестали даже упоминать. Так же нельзя. И в учебниках то же самое. Я как автор учебника для 5-6 классов, там как раз вот этот раздел, они хотят как-то смягчить вот это событие. Желательно вообще не упоминать. Хотя мы включили, естественно, без этого ведь история искажается. У меня есть две мысли по этому поводу. Ага. Я бы хотел с вами как с историком обсудить. Первый момент. Вот смотрите, 1552 год, да? Угу. Время взятия Казани, когда татары потеряли свою государственность. И с 1605, с 1607 года у нас в России начинается смутное время. Ага. Российское государство начинает расшатываться, Да. слабеть, появляются интервенты поляки, интервенты шведы, да. Между 1552 годом и 1605 годом прошли буквально 50-60 лет. Да. В принципе, наверное, где-то там в деревнях остались живы аксакалы, которые там лет по 80, они помнят еще времена, когда Казанское ханство было независимым. Почему татары не воспользовались этой возможностью? В начале 17 века, да? Да. Что татары были в таком... мы же потеряли государство. Почему мы его не вернули? Почему мы не предприняли попытку вернуть государство? Не в этом году, но ведь в течение нескольких столетий они боролись за свою государственность. Прошло буквально 60 лет. Значит, не получилось, условий не было. Как условий не было? Никанор Шульгин, например, дьяк, вполне себе независимое Казанское царство Хотя образовало. такие попытки были, но этот факт, это событие не изучено. Намеки есть, историками не изучено. Нет ни одной статьи, допустим. Вот. Гермоген пишет, еще кто-то. Но есть какая-то личность, я сейчас не помню, который вот поднял этот вопрос. Но почему-то не получилось. Вот этот вопрос надо изучать. Видимо, источников нет. Были бы источники, можно было, конечно, этот вопрос поднять. Или мало источников. И вторая мысль. Трагедия вот эта вот казанская, да, 1552 года, на мой субъективный взгляд, никак эмоционально не затрагивает сибирских татар, астраханских татар, может быть, там, не знаю, пензенских татар. Да. То есть она является чисто казанской историей. К ней даже, по-моему, прохладно относятся татары Башкортостана. На ваш взгляд, насколько все-таки значимо это событие для большой татарской нации? Может быть, но все равно. Мы же говорим единый народ, хотим объединиться. Каждое выступление татарских журналистов или там каким выражением заканчивается, мы без бердям булых, брия булых. Да. Вот. Будем едины, будем вместе. Вот. То бишь, если даже они, вот эти перечисленные астраханские татары, там нагайцы, башкирские татары, инертные, как-то вот относятся к этому вопросу, да, в любом случае надо было поддержать и не забывать это событие. Они просто не знают, какую роль для них это событие сыграло. Нет, для них то же самое. После этого уже в 1956 году Астраханское ханство было уничтожено через 4 года. Это Астраханское. Вот, Астраханское, да. А сибирские татары, они вообще тоже сложный вопрос. Во-первых, их мало. Меньше 200 тысяч человек, да, в настоящее время. Вот.
тогда еще меньше было. В основном они переселенцы, можно сказать, переселенцы отсюда. Из Волго-Уралья. Вот, Волго-Уральского региона, да. А там были и местные, конечно. Вот. Но, мне кажется, сибирские татары, в моем понимании, вот это переселенцы в основном. Фаяз Абы, вернемся к Волжской Булгарии. Буквально недавно муфтий России Равиль Гайнуддин поднял вопрос: нам нужно отпраздновать тысячелетие принятия ислама в Волжской Булгарии. По идее, это уже второй раз, потому что в первый раз мы тысячелетие праздновали в 89 году. На ваш взгляд, вообще, что значит празднование принятия ислама в Волжской Булгарии? И не будет ли лишним второй раз праздновать это событие? Знаете, вот именно вот этот факт, то есть 2 раза праздновать, да, вызывает недоумение, в первую очередь, конечно, у наших русских коллег. Вот буквально или позавчера, по-моему, канал в YouTube Караулов Лайв этот вопрос поднял. Говорит, Равиль Гайнуддин обратился к президенту с просьбой отметить вот это событие в всероссийском масштабе. И, конечно, говорит, он просит деньги и, самое главное, миллиарды рублей. Я насчет миллиардов рублей, конечно, сомневаюсь, просил или не просил. А насчет отметить в всероссийском масштабе, конечно, обратился. Ну, с одной стороны, действительно странновато. И для русских, для татар, для мусульман тем более нет. По хиджре и по настоящему григорианскому календарю. Вот. Мне кажется, от празднования ни у кого не убудет. Праздновать надо, но надо ли в всероссийском масштабе? Это же наша сугубо татарская, мусульманская, так сказать, мусульманский праздник, событие 1922 года. Конечно, после этого события ислам распространился очень широко, тем не менее, это сугубо личное, так сказать, татарское событие, торжества. Поэтому, мне кажется, тем более в наше время, когда денег не хватает и на здравоохранение, и на образование, тратиться не следует. Это моя точка зрения. Очень скромно надо отметить. Приглашайте, конечно, и наших зарубежных специалистов, имамов, муфтиев, да, и своих, российских. Так вот спокойно и в Казани, и, естественно, в Болгарии надо это проводить. Но спокойно, потому что русское население, все-таки православное население, как-то неровно дышит вот над этой проблемой. Вы помните первое празднование Первое тысячелетия? празднование помню, конечно, потому что это же после разрушения советской системы, так сказать, 89-й год. Уже началась перестройка, началась гласность, уже народ начал свободно дышать. И первый такой праздник, и религиозный праздник. Все были в восторге, все были довольны, очень хорошо мы отметили, помню, очень хорошо, это 89-й год, там и артисты, концерт был очень, то есть это не только чисто религиозный праздник, Так что потом ведь научная конференция была еще проводили, материалы были опубликованы, это не только чисто религиозный. И вот новый. Нельзя не отметить, как же, 922 год. Мы же не знаем даже по мусульманскому календарю, это какой год. Хиджи, провели, а сейчас 922 и 2022 год, 1100 лет. Это обязательно надо праздновать, как же? Это же, праздник, это не рядовой. Фаяз Абы, в последнее время предпринимается какая-то попытка со стороны
ну, скажем, кое-каких башкирских историков как-то вот присвоить вот это вот наследие Волжской Булгарии себе, ну, о Башкирии, да. Говорят о племенах Байлар, Буляр. Что вы по этому поводу думаете? Вы вообще, вот, вам известно про это? Знаете, вот это началось еще в 70-х годах. В 70-х годах прошлого века, да, не только последнее время. есть уже это полвека уже мы продолжается, да, практически полвека. Вот. Мы как-то спокойно, я имею в виду в основном ученый мир татарский, и историки, и филологи, потому что со стороны филологов тоже там есть много, потому что Кулгали они начали ведь объявить, даже Тукая своим башкирским, так сказать, да. Вот, поэтому раньше как-то вот спокойно мы относились, а сейчас они же, в кавычках говорю, конечно, борзеть начали. Вот. Всю территорию практически Волжской Булгарии они действительно объявляют своим. Я был не только знаком, но в последнее время дружил даже с академиком Мажитовым Ниязаптухаковичем. Он у нас вот татарский конгресс, у них башкирский, был председателем даже башкирского конгресса. Одно время, когда мы так, это было в Алмате, торжества, так сказать, какие-то. После международной конференции мы сидели вместе, вот, и очень доверительный разговор у нас пошел. Я говорю: Ниязап Тухакович, вы родом откуда? Он говорит: из Мамадышского района. Он татарин, оказывается, вот председатель башкирского конгресса, так сказать. Я говорю: неужели у вас ничего татарского нет? Вы начали вот... сердце, да? Да, конечно. Вот. Ну, говорит, ну это же политика. Ну, политика, все равно ведь ученый, он должен оставаться в первую очередь ученым. Если политика вмешивается, да, он должен переживать. А он рад, что такая политика появилась, потому что он хочет нравиться небожителям башкирским, так сказать, да, и поэтому у него кучу статей, даже в книге, доказательства того, что якобы у башкир было уже государство раньше, чем у татар даже. Это какое государство? Башгартия, вот это? Башкирия. 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 Я говорю, потом, самое интересное, были города. Были города. Какие города? Ну, говорит, у нас Елабужское городище. Это их теперь. Это ихние. Потом Джекетау, Поками. Потом Биляр. Биляр они считают своим. Я говорю, вот на каком основании, Ниязап Тухакович? Ну, говорит, у нас были племена, биляры, буляр-кабиляляры. Это действительно были, потому что, знаете, вот это племенное деление хорошо сохранилось еще, это не только отзвуки, в XVIII веке. Этот факт уже показывает, что башкиры очень отстали от татар, которые племенной строй забыли уже в конце IX века во всяком случае. Раньше там были тоже Берсула, Баранджары, Сувары, болгары. А потом они исчезли. Образовался единый народ. Некоторые не считают это народом. Булгар. Булгарский народ образовался. Вот. А у них до сих в XVIII веке еще вот эти племена, и среди них Биляр. И, кстати, когда я преподавал в университете, читал лекцию по археологии, один красивый парень сидит, я говорю: вы откуда? С такими прищуренными глазами. Я говорю: башкир. Я из такого-то племени. Я был удивлен. До сих пор помнят, оказывается, ну, не все, может быть, некоторые из какого племени их, ну, может быть, свои родословные знают, да. Вот. Какое там государство? Ни в одном письменном источнике нет даже упоминаний о самостоятельной башкирской государственности или там
о башкирской народности даже в средневековое время. А вот Ибн Фатлан, у меня просто он больше всего ассоциируется с Ибн муслимом. Фатлан, конечно, о башкирах пишет. Они слова Ибн Фатлана обычно не приводят в своих Размышлениях. да, учебниках, там, научных трудах, потому что он же говорит, они носили обереги в форме фаллоса. То есть они были еще язычники в А это это Фатлан время. пишет у себя. Ибн Фатлан, у Ибн Фатлана есть, да. Вот. Потом у них какие-то племена, они поклоняются лебеди, допустим, или каким-то животным. Вот. То есть это далеко и не такие продвинутые племена были тогда. Знаете, а чисто археологически, если посмотреть, да? Вот давайте вот археологию. Да. Строгая наука, которая Строгая прям наука, фактами действительно. оперирует. Еще в советские времена наш археолог Равиль Фахрудинович, Абдрахманович Фахрудинов составил археологическую карту. Археологическую карту включил туда все известные к тому времени памятники Татарстана, Юго-Востока, Чувашии. Там дальше нет там памятников болгарских. Ульяновской области, Самарской области, Пензенской области. Ни одного памятника Башкирии. Как так? В Башкирии нет памятников. Вот. Там отдельные вещи могут быть встречаются. Вот. Это еще никто не изучал, во всяком случае, никто не писал о булгарских памятниках Башкирии. Вот. Там жили племена, черикской культуры мы называем. Как? Эти племена черик, Черик. черикская культура. Вот. Эти племена оставили вот эти памятники, там в основном могильники. А это культура угорская. Угорская. Может быть, тюрко-угорская. Там в основном жили угры. Потом, видимо, начинается тюркизация этого края. Этот вопрос очень плохо изучен. Они не хотят, вот мы тюрки. Конечно, знаете, вопросы этнической истории очень сложные. Согласен. Если мы говорим, что в Волжской Булгарии жили булгары, это не значит, что там только булгары жили. Жили и соседние племена. Там венгры даже были, не только соседние финны, поволжские финны. Были и славяне даже. Об этом и источники говорят. Да? Тут то же самое. Тем более такой регион Башкирии, по этой территории проходят пути движения населения с востока на запад, можно сказать. Там сарматы жили, допустим. Сарматы вообще ираноязычные считаются. На территории Башкирии есть сарматы. Это степь. То есть там, в принципе, сохранились какие-то следы, да? То бишь, очень такой разношерстный народ. Найти башкир очень трудно. Их культуру, их археологическую культуру, да. Вот. Поэтому говорить, что там, что башкиры – это наследники, потомки булгар, не знаю. Влияние, конечно, было, скорее всего. А булгарское время не было на территории Башкирии городов, не было государства, не было не только городов, но и сел, деревень, потому что башкиры кочевали. Настоящие башкиры – это кочевники. Они только в XVIII веке начали оседать на землю. Башкиры – это современная юго-восточная Башкирия, и соседний Южный Урал, Челябинская область. Вот. А все остальное, вот даже северо-восточная часть, или северо-западная часть, получается, Башкирия, это
Булгары, татары. Уже в Актанском районе, в Мусимском районе, рядом с Башкирией, есть булгарские памятники. А дальше нет. Ну, то есть, в принципе, современные границы Татарстана более-менее совпадают вот, в плане восточной границы с Волжской Булгарией. Ага. Вот поэтому они начали изучать и наш фольклор, и нашего поэта Кулгали. Тоже, конечно, с точки зрения, или там ищут слова, которые ближе к современным башкирским словам. Вот. Это неплохо, пусть изучает. Но знает пусть, что все-таки Кулгали булгарский поэт. Булгарский поэт, и тем более Тукай и там другие. Все они превращают, не такой уж великий народ в конце концов. Где у них цивилизация, пусть покажут сначала, как болгарская цивилизация, хотя они болгарской цивилизацией своей считают. Это же проблема, большая проблема, да? Большая проблема. Надо изучать эту проблему. А проблему, чтобы изучать, нужны источники. А вот эта область у нас хромает, откровенно говоря. И по болгарской истории, и по истории Золотой Орды, тем более Казанского ханства, одна из таких острых проблем. Проблема письменных источников? Проблема письменных источников, да. А что касается Казани, даже археологических источников, потому что археологические памятники периода Казанского ханства просто не изучены и даже не выявлены. Как ни странно. Как ни странно. Вот. Болгарская, вот, постоянно говорили, и сейчас твердят. Раньше не дали нам изучать Золотую Орду, потому что все внимание ученых было обращено на Горскую Булгарию. А сейчас вот, сейчас только подумал, так сказать, вот это постановление, запрещающее изучать Золотую Орду, вышло в 1944 году. В 1959 году начали изучать. В 1937 году без перерыва изучается город Болгар. Болгар в основном Золотоордынский памятник. Золотоордынский памятник. Там очень небольшой слой домонгольского времени. Очень небольшой город был. 9 гектаров в пределах укреплений. Болгар. Домонгольское время. Потом немножко увеличивается ближе к концу домонгольского времени до 25 гектаров. С прижиданной до где-то 40 гектаров. Да, такой небольшой город. А в основном это Золотая Орда. Потом в 1959 году начинают изучать обе столицы Нижнего Поволжья, Золотой Орды. Старый сарай, новый сарай, Телетренное городище у Астрахани и Царевское городище у Волгограда. И потом, смотрите, эпиграфические памятники Золотой Орды. Юсупов Гарунвалевич в 60-м году опубликовал монографию, до сих пор настольная книга эпиграфистов. Потом нумизматика. Изучали нумизматику. Янина изучал Асгар Гатаулович золотоордынскую нумизматику. Потом, смотрите, Усманова, Миркасима Усманова, монографии, жалованные грамоты у Луция Дручи. Это Золотая Орда. А вот по Волжской Булгарии, по домонгольской Волжской Булгарии мы можем назвать, даже Беляр плохо изучался, в 1967 году только начали изучать. Сувар очень мало исследовался в это время. Про остальные памятники я ниже говорю. То есть даже те времена, когда был запрет на изучение Золотой Орды, в основном занимались золотоордынской проблематикой, а не домонгольской. Правда, татары, это болгары, вот эта концепция преобладала. Просто интересно. Голословно, можно сказать даже. То есть я делаю такой вывод, в принципе, запрет был, с 1944 года он действовал. Видимо, когда началась оттепель в 60-х годах, у нас тоже открылись какие-то, значит, шоры, да, мы стали изучать Золотую Орду, но в то же время были сильны булгаристы. Да. Как это получилось? Вот так получилось, потому что, концепция булгарская все-таки, этногенеза.
булгарской концепции, Слушайте, этногенеза татар. А те ученые, которые занимаются Золотой Ордой, они находили какие-то, не Золотая Орда же, жалованные грамоты Золотой Орды, а жалованные грамоты улуса Джучи. Это уже что-то несколько... там уже московские чиновники не Да, разберутся. московские чиновники, да. Раз не Золотая Орда, вот. Или же эпиграфические памятники не Золотой Орды же, а булгар-татарские, что-то типа эпиграфические памятники. Вот такие названия. ФСБ, история Волжской Булгарии нас ведь еще объединяет с другим тюркским народом, о котором почему-то в последнее время не говорят, с чувашами. Вот как у них отношения? Они что-то в себе изучают? Знаете, они же говорят, вот опять проблема, да, они говорят, что булгары – это мы, потому что булгарский язык – это язык современных чуваш практически. Вот. А мне кажется, вот возьмите тюркские языки, кроме чувашей, кроме якутов, там все, они очень близки между собой. Мы практически понимаем казахов, узбеков, там туркмен, да, вот. А чувашский язык какой-то на стороне стоит, очень архаичный язык. Я говорю, вряд ли булгары разговаривали на этом языке. Вот мы очень хорошо понимаем рунику 8 века, 7-8 веков, язык рунических надписей. Там где-то 60% понятные слова, очень. То есть наш язык татарский идет вот с тех времен еще. Можно выстроить, в принципе, Конечно. последовательность. Да? И самое главное, на территории Чувашии мало булгарских памятников. Это странно. Булгарские памятники расположены в основном по Сюеге. Это юго-восточная часть Чувашии. Там есть самое интересное Тигашское городище. Оно исследовано. ФСБ сегодня в Чувашии все-таки бережно относятся к пониманию, что они являются наследниками Волжской Булгарии. У них там как дела с археологами? Они очень широко рекламируют вот это дело. Действительно, вот я не ошибся вот этим словом. Рекламируют даже. В учебниках мы сувары, мы чуваши, мы булгары, значит, а татар они считают монголо-татарами. Татар не было на территории Татарстана до 1236 года, получается. Вот. Но, я уже сказал, мы очень в тесных контактах сейчас с чувашами. Вместе копаем даже ихние памятники. Очень интересные есть памятники до монгольского времени, но практически на границе с Татарией. Большая Таяба. Я там тоже несколько раз бывал, принимал участие в обсуждении этих вот новых находок. Вот. Так что вопрос будет решен. Консенсус мы найдем. Сегодня Но уже без споров не обойдется, конечно. Сегодня уже есть взаимопонимание, да? Да, конечно. ФСБ. И все-таки кто мы? Татары или булгары? Вот, знаете, сейчас в последнее время этот вопрос больно-то не обсуждается. Как будто Я уже говорил, да, тоже мы и булгары, мы и татары. Это очень хороший вывод, заключение из всего того, что вытекает из наших споров в прошлом. Но все-таки золотоордынская тематика в тренде очень активно изучается, поэтому, мне кажется, с моей точки зрения, начинается какая-то идеализация даже монгол, татар, Чингисхана. Вы сами слышите и знаете, даже есть желающие поставить ему памятник, или Чингисхану, или Батыхану даже, довольно часто. Я слышал, во всяком случае, вот, если так вот посмотреть, можно согласиться. Вот недавно мы поговорили, беседовали с Ильнуром Мергалеевым, который руководит вот этим центром изучения Золотой Орды. Да. Во всяком случае, у нас есть много общего уже, но, тем не менее, вопросы остаются. Вот какие вопросы. Булгары, то есть татары,
очень древний народ. Я с этим согласен, потому что они упоминаются еще в VIII веке в рунических надписях на надгробных камнях правителей тюркского каганата. Но когда речь идет даже о событиях VI века, то есть в VI век уже татары есть. Потом общее такое мнение, это довольно мощные племена. Правда, неоднократно были побеждаемы монголами, и последний раз то же самое. Монголы их победили, перебили часть населения, а часть, особенно молодежь, мужчин, оставили, и они оказались в авангарде монгольского войска, которые шли на Европу. Вот. То есть мощные государства. У них были якобы даже 6 государств. Вот какие наши предки. А я спрашиваю, вот у наших предков булгар было свое государство. И это государство мы изучаем и по письменным источникам, и по археологическим источникам. Была и Золотая Орда. Был тюркский каганат или хунская держава, или другие государства. А где эти татарские государства? 5-6 государств татарских. Еще до монгольского нашествия. Где они? Какие у них территориальные рамки, так сказать, где они жили? Где их города? Раз государства, у них города должны быть. У хуннов, кочевников были даже города. Материальная культура. Где материальная культура и плюс где их правители. Этого нет ничего. Единственное, это мощные государства, то есть мощные такие многочисленные племена. Вот. То бишь, на это надо обращать внимание. Изучать опять-таки источники. А источники в основном это китайские. Значит, надо изучать китайский язык, переводить. А что переведено, что нам известно, вот, ответить на мои вопросы они не дают материалов, фактов, да. То есть это фикция, мне кажется, мысль о татарских государствах. Дальше. Вот они напали в 1236 году, и раньше даже начались монгольские завоевания. Сколько было монгол-татар, которые оказались в Восточной Европе? 100 тысяч, 200 тысяч, 300 тысяч. Есть такие числа у наших историков. А вот академик Алексеев Валерий Павлович, он доказал, аргументированно, кстати, не больше 50 тысяч. Хорошо, 50 тысяч пришли вместе с Батыем. Из них часть погибла. Часть ушла обратно после завоеваний. Сколько осталось? Осталось-то не очень много. Плюс еще ведь не только татары, в числе 50 тысяч или остатков там, да, не только татар, но и монголы. Вот. Значит, татар не 50 тысяч, но меньше во всяком случае, чем монгол. Ну пусть 20 тысяч. Вот. Значит, вот эти 20 тысяч, предположительно, они оказались на территории Волжской Булгарии. Вот. Опять-таки часть погибла, наверное. А ведь болгар было гораздо больше. Ну, говорят наши оппоненты, вот чума середины 14 века, чума. Во время чумы полностью вымерли булгары, и исчез булгарский язык. Я этому не верю, потому что каких только войн не было, очень крупных, но население никогда полностью не вымирает. И чума. Почему только булгары должны полностью исчезнуть во время чумы? А соседние народы почему остались живы? Мордва, допустим,
они ближе даже к очагу чумы в Нижнем Поволжье или в Крыму. Так что очень много вот таких вопросов возникает. Очень много вопросов возникает. Пусть они сначала ответят вот на эти вопросы, иначе ведь ну, не совсем логично, что Волжская Булгария оказалась, это факт, в составе Золотой Орды, но сами они, болгары, исчезли. Вот. Болгары не исчезли. Местное население оставалось и в период Золотой Орды, и в период Казанского ханства, потому что в 1478 году Казанское ханство подпадает под протекторат Москвы. Иван III объявляет себя булгарским князем. Не татарским, а булгарским князем. Казалось бы, сколько лет прошло уже после покорения Волжской Булгарии. Ну да, больше 100 лет. И они еще живы-здоровы. Не татарский князь, а булгарский князь. Вот таких вопросов очень много возникает. Поэтому, мне кажется, даже Альфред Хасанович Халиков, мой учитель, который считается болгаристом, он говорил, болгары были, но и в период Золотой Орды, и в период Казанского ханства, тем более, произошли очень сильные изменения в этническом составе населения. Нельзя исключать из предков татар, болгары – основа, и татар Золотой Орды, и, естественно, местных финских народов, предков современных удмуртов, марийцев, мордвы, плюс и славян даже. И славян. То есть вот как образовался татарский народ в период ханства. То есть булгарист, так называемый, он и то признавал сложный состав. А я считаю, и нельзя иначе считать, действительно, Золотоордынский период нельзя исключить, как раньше делали из истории татар. Были мы в составе, и, естественно, огромные изменения в этническом составе произошли. Но не так сильно, как считают наши специалисты, которые занимаются Золотой Ордой. Ну, я думаю, мы сегодня смогли сейчас сформулировать основные проблемы истории татар. Надеюсь, мое поколение, поколение, которое после меня придет, мы все-таки ответим на эти вопросы, которые вы сейчас сформулировали. История интересна тем, что вопросы и проблемы решаются, Но появляются новые. но появляются новые. Ну ладно. В общем, бесконечная проблема. Большое спасибо, Фаяз Сабыр. Спасибо вам.